Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 20 февраля в нашей истории. 20 февраля 1837 года в 8-м номере литературного журнала «Русский инвалид» была напечатана повесть Александра Бестужева «Килишбей». 20 февраля 1912 года в Тифлисе вышел в свет первый абхазский поэтический сборник Дмитрия Гулия «Афинралакой Ахзертпракой. Стихи и частушки». Книга была издана на основе латинской графики. Через год там же был издан небольшой сборник «Арпызбей Абхюзберышхо. Переписка юноши и девушки». Известный абхазский историк, этнограф и литературовед Шалва Иналыпа писал об этом сборнике. Эта небольшая книжка является провозвестницей рождения абхазской художественной литературы и одновременно первым серьезным шагом на пути создания литературного языка. 20 февраля 1921 года обращение Ревкома Абхазии к абхазскому народу с призывом подняться на борьбу за советскую власть. Абхазский повстанческий отряд «Керас» в сопровождении 31-й дивизии 9-й Красной армии выступил против регулярных войск правительства Грузии. Наступление началось от реки Псоу. Население Абхазии воспринимало Красную армию большевиков как возможность избавиться от грузинской оккупации. 20 февраля 2004 года Грузия пригрозила открывать огонь по иностранным судам в случае нарушения ими морской границы в направлении Абхазии. Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. «Мы не собираемся воевать, но не допустим, чтобы Абхазия стала экспортером оружия и наркотиков», добавил грузинский лидер. Он обратился к российской стороне с просьбой содействовать в недопущении новых фактов нарушения морской границы Грузии. Никогда никакой агрессии не будет против Абхазии. Никто никогда не будет бомбить город Сухуми, потому что Саакашвили просчитывает все это. Это может кончиться разгромом Грузии. И американцам невыгодно, поскольку это может привести к дестабилизации Кавказа, и Россия будет вынуждена применить жесткие меры. Если мы снова спустимся на юг, то уже надолго. Опять лет на 100, на 200. 20 февраля 2004 года новое депутатское объединение создано в парламенте Абхазии. В единство, которое возглавил Даур Тарба, вошли 15 депутатов. В своем заявлении члены единства объяснили необходимость создания нового объединения озабоченностью кризисной ситуации в стране. Единство – второе депутатское объединение в Народном собрании. В январе 2003 года было создано депутатское объединение «Республика». 20 февраля 2013 года Ален Авицба стал чемпионом Европы в командном первенстве Европы по теннису. Состязания проходили в Италии. Ален Авицба выступал в составе сборной России в возрастной категории 14 лет и моложе. 121 национальная команда участвовала в отборочном туре чемпионата. 20 февраля 1932 года родился Шота Амичба, заслуженный строитель Абхазии. Работал в строительных организациях Абхазии на разных должностях. Значителен вклад Шоты Амичба в укрепление морских берегов Абхазии. Долгое время возглавлял научно-производственное объединение «Абхазморберегозащита», республиканское управление «Карьер-ландшафтстрой». Во время грузино-абхазской войны был подвергнут аресту грузинскими оккупантами вместе с известным поэтом Таифом Аджба и другими мирными жителями Сухума. 20 февраля 1939 года родился Иван Джинджолия, герой Абхазии. С первых дней грузино-абхазской войны боец Новоафонской группы ополчения. Принимал участие в обороне Сухума на Красном мосту, в январской, мартовской, июльской и сентябрьской наступательных операциях. Участвовал в освобождении населенных пунктов Каман, Шрома, Ахбюк и Сухума. После войны принимал участие в ликвидации бандитских формирований в Гальском районе и антитеррористической операции в Кадорском ущелье в должности комиссара Новоафонского резервного батальона. 20 февраля 1956 года родился Надар Какубава, герой Абхазии. С первых дней грузино-абхазской войны командир группы ополченцев Надар, затем командир группы «Скорпион». Принимал участие в очимчирских наступательных операциях, декабрьском оборонительном сражении, июльской и сентябрьской наступательных операциях абхазской армии. В послевоенное время участвовал в майской операции в Гальском районе в должности командира Ткварчальского батальона и в антитеррористической операции в Кадорском ущелье. Кроме того, Надар Какубава был старшим тренером по карате в Ткварчале, обладатель черного пояса первый дан, судья международной категории.
20 февраля 1961 года родилась Эльвира Чкок-Эшпа, историк. Под руководством профессора Георгия Дзидзария подготовила монографическое исследование «История Новоафонского монастыря». Автор 12 научных статей. Работала главным хранителем фондов Мемориального музея квартиры Нестора Лакоба, преподавателем АГУ. С 2003 года ученый-секретарь АБИГИ имени Дмитрия Гулия Академии наук Абхазии. 20 февраля 1976 года родился Рауль Лолуа, министр внутренних дел, генерал-майор. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона, медалью за отвагу. Выпускник Академии государственной службы безопасности при президенте Российской Федерации. Рауль Лолуа был командиром СОБР МВД Республики Абхазия, начальником антитеррористического центра при МВД Республики Абхазия, возглавлял Центр специального назначения СГБ Республики Абхазия. В свое время многие вопросы решались так называемым по звонкам. Сегодня я, как министр внутренних дел, в этом плане работаю спокойно. Мне ни один человек не позвонил за последнее время и не сказал, чтобы облегчить или отпустить того, или машину вернуть. Ни один человек. В этом плане я вижу, что система хорошо работает. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 20 февраля в мировой истории. 20 февраля 1872 года в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей. 20 февраля 1940 года впервые на экранах появилась мультипликационная пара «Том и Джерри». 20 февраля 1986 года на космическую орбиту выведена научная станция «Мир». 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 20 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это плюс 14 градусов. Самая же низкая температура плюс 2 градуса в 2012 году. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.